Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана принял участие в восхождении по тропе здоровья. В Ашхабаде стартовала международная конференция СИЭТ-2024. В Туркменистане введены в эксплуатацию 2 новые электростанции и другие новости. 2 ноября при участии президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова состоялось массовое восхождение по тропе здоровья. Данное мероприятие проведено в честь принятия на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, инициированной Туркменистаном резолюции «Игры дружбы Организации Объединенных Наций». Перед массовым восхождением был объявлен конкурс на прохождение тропы здоровья среди представителей дипмиссий и международных организаций, студентов вузов, а также работников министерств и ведомств. В массовой акции приняло участие более 6 тысяч человек. В Ашхабаде начала работу масштабная международная конференция СИЭТ-2024, собравшая ведущих представителей строительной, промышленной и энергетической отраслей. Программа 3-дневной конференции включает обсуждение новых инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики, строительства и промышленности, подписание меморандумов и контрактов, проведение семинаров и круглых столов. Особое внимание будет уделено 2-му этапу строительства умного города Аркадак. За первые 9 месяцев текущего года экономика Туркменистана демонстрирует стабильный рост на уровне 6,3%, сообщил министр финансов и экономики страны Сердар Джураев на международной конференции «Строительство, промышленность и энергетика Туркменистана-2024». Как отметил министр, достигнутые показатели связаны с активным развитием промышленного сектора и реализацией программы по переходу к циркулярной экономике. В энергетическом секторе страны достигла полной газификации и электрификации городов и населенных пунктов. В Туркменистане состоялся запуск сразу 2 новых электростанций. Это РЭК мощностью 220 кВт в Балканском вилаяте и Багыр мощностью 110 кВт в Ашхабаде. Электростанции оснащены современным оборудованием ведущих мировых производителей. При строительстве особое внимание было уделено соблюдению экологических требований. В ходе церемонии открытия отличившиеся строители получили подарки от имени президента Туркменистана. Посольство Индии совместно с Министерством культуры Туркменистана организовало в Ашхабаде празднование Дивали, также известный как День единства Индии. В торжественном мероприятии приняли участие представители государственных ведомств, международных организаций, дипломаты и деятели культуры. В Туркменистане Министерство внутренних дел запустило мобильное приложение Галкан Толек, теперь доступное как в Google Play, так и в App Store. Приложение разработано для удобства онлайн-оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Пользователям доступна простая регистрация через мобильный телефон с подтверждением по СМС-коду. Казахстан внедряет новый тип визы Neo Nomad, ориентированный на иностранных специалистов, работающих удаленно. Инициатива реализуется по указанию главы государства Касым-Жомарта Токаева. Программа разработана с учетом успешного опыта более 50 стран, внедривших подобные визовые режимы после пандемии. Виза позволяет иностранцам проживать в Казахстане до 12 месяцев, продолжая работать на зарубежной компании. Виза предназначена для широкого круга специалистов, включая программистов, маркетологов, финансистов, консультантов, дизайнеров и специалистов в сфере электронной коммерции. В Ашхабаде завершился 5-дневный технический тренерский курс олимпийской солидарности по гандболу, по итогам которого более 20 туркменских специалистов успешно сдали экзамены и получили международную тренерскую категорию D. Сертификаты от имени Международной федерации гандбола вручил венгерский эксперт Золтан Марченко. Программа включает как теоретические, так и практические тренировки на гандбольной площадке. Участники изучили методики разминки, принципы формирования команды, тактику защиты и нападения. Для закрепления материала проводились товарищеские матчи между участниками семинара и профессиональными спортсменами. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал распоряжение о вручении автомобилей Toyota Camry V6 2023 года выпуска спортсменам Алп Арслану Бегенжеву, завоевавшему золотую медаль на молодежном чемпионате мира по вольной борьбе, и Шахзадбеку Матякубову, завоевавшему золотую медаль на молодежном чемпионате мира по тяжелой атлетике. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркмен Портал — ваш самый надежный источник новостей.